Воскресный эфир. Канал БСТ продолжает итоги недели. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Дельта-вирус быстрый, заразный и атакующий молодых. В серьезных достаточно мучениях человек умирает. Тяжело. Страшно. Впервые в Башкортостане под аппаратами ИВЛ оказались 4 детей. Вот сразу проявляются сердечно-дыхательные симптомы и очень тяжелые симптомы. Артур Шамсудинов о том, как противостоять агрессору. Огненный пленный из-за лесных пожаров на юге Башкирии эвакуирован детский лагерь. Впечатление, конечно, ужасающее. Не ожидал, что в такой степени масштаб. Пламя в Хайбулинском районе удалось взять в кольцо, но появились новые очаги. У нас никаких рисков, что огонь пойдет на населенные пункты, нет. На бойцах невидимого фронта Анастасия Ильчебаева. Учебный год по календарю, но хроники остаются дома. Их обязательно обучение, хотя бы с какими-то элементами дистанционного, просто этих детей надо будет поберечь. О недоработках программы «Взлетай» и новой локации лицея для одаренных Динара Тимасханова. Беременность с риском для обоих. Можно беременность сравнить, как я обычно говорю, с лошадкой, которую воз в гору тащит. Дотащит или не дотащит – большой вопрос. Впервые в республике приняли роды у пациентки с донорским органом. Лилия Курбанова о медицинском дебюте. И тайны Сакаски. Спелеодайверы продвинулись еще глубже. Изучен уже почти километр подводной пещеры, претендующей на статус самой длинной в России. В составе экспедиции Руслан Батыргареев. Нужно брать больше газов и аварийных на выход. И дальше искать. В Башкирии новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. Только за последние сутки от ковида скончались 12 человек. Такого, по данным Минздрава, еще не было. Десятки людей в тяжелом состоянии, причем впервые под аппаратами ИВЛ из-за COVID-19 оказались несовершеннолетние. Увы, болезнь все чаще поражает молодых. Причина, по словам специалистов, в новом дельта-штамме, с которым связано почти 90% всех инфицирований. Он быстрее, агрессивнее и непредсказуемее. Победить его можно только массовой вакцинацией, верят врачи. К слову, некоторые предприятия республики в открытую уже начали ставить условия при приеме новых сотрудников. Нет прививки, нет и работы. Репортаж Артура Шамсудинова. Когда легкие не в состоянии самостоятельно сделать даже малейший вдох, врачи пытаются их перезапустить, даже с помощью вот такого массажа. Впрочем, ненадолго. Тяжело больные пациенты задыхаются, подобно рыбе, оказавшейся на суше. А когда человек задыхается, гипоксия, голова не соображает уже, то есть в таких серьезных достаточно мучениях человек умирает. Тяжело, страшно. Люди с высокой степенью поражения легких порой даже не в состоянии самостоятельно принимать пищу. Кормят их медики, постоянно контролируют данные на мониторе. Отрывать такого пациента от аппарата ИВЛ надолго нельзя. Во время кормления, если больной плохо себя чувствует и в тяжелом состоянии, во время кормления мы стараемся это оперативно кормить, потому что сатурация падает. Ковид-госпитали в республике заполнены более чем на 90%. На неделе смертность, по данным Минздрава, достигла максимального количества. Умерли 67 человек. Это 100%, почти 100% поражения легких. Там буквально пару процентов осталось здоровых тканей, но еще тотальное поражение. Это тогда, когда лежал пациент в реанимации, за него дышал вот этот аппарат, так называемый искусственной вентиляции или неинвазивной вентиляции. Как говорят врачи, почти все пациенты не вакцинированы и в основном пожилые. В зрелом возрасте течение болезни проходит тяжелее из-за сопутствующих болячек. Оказалось, у меня соседка заболела. Ой, вот я что-то приболела, ой, у меня чего-то это, дай мне лекарство, дай, ну я на. Хотя до этого я всегда в маске все людей встречала, а я тут... Расслабились. Да. Вот, потом после нее я начала температурить, а поражения не было. Через несколько дней
Мне сделали повторное КТ, уже поражение 80. Самому юному пациенту в Сибайском ковид-госпитале всего 10 месяцев. Впервые в Башкортостане под аппаратами ИВЛ оказались 4 несовершеннолетних. Быстрый, заразный, атакующий молодых. Коронавирус стал агрессивнее. Около 90% всех случаев связано с индийским дельта-штаммом. Специалисты сравнивают скорость его распространения с ветрянкой. Клиника тяжелая и быстро идет вот прям клинические симптомы. Недолго вот как грипп. Сначала насморк, такой ломота. Вот сразу проявляются сердечно-дыхательные симптомы и очень тяжелые симптомы. А люди не вакцинированные, они будут источником заражения и тех даже, кто вакцинирован. На сегодня полностью вакцинировались от коронавируса почти 850 тысяч человек. При необходимой цифре в 2,5 раза больше. Лидером является Уфа, где привились около 70% подлежащих вакцинации жителей. В числе отстающих ряд районов Зауралья, а также Белорецкий и Стерлитамакский районы. Какие из профессий чаще заражаются? Во-первых, больше всего пенсионеров у нас, пожилых людей. А далее идут сфера обслуживания. Вот те, которые работают с населением. Это кондукторы, общепит, продавцы. Даже есть с милицией, ДПС. Вот они болеют, они общаются с населением. Статистика показывает, там, где хорошо идет прививочная кампания, заболеваемость значительно ниже. Крупные промышленные предприятия уже прекращают прием на работу людей без сертификата о вакцинации. Об этом, например, заявили в Бурунтехе. На нашем предприятии очень много работающих. От нашего предприятия очень много зависит в энергетическом комплексе страны. Поэтому мы вынуждены вводить такие меры, иначе один заболевший может привести к остановке нашего предприятия, что негативно скажется на работе целой отрасли нефтяной. В сентябре, по данным Минздрава, будет пройден порог вакцинации в 60% населения республики. Но в меняющихся реалиях этого уже недостаточно для создания коллективного иммунитета. Чтобы остановить более опасные штаммы коронавируса, привить необходимо не меньше 80%. Артур Шамсудинов, Никита Баренбаум и Алина Полянская. Итоги недели. В Янаульском районе Волга снесла автобусную остановку. 2 несовершеннолетних доставлены в больницу. От удара бетонное сооружение развалилось, машина осталась под плитами. К счастью, к этому моменту водитель уже успел вытащить из машины сына и дочь. Авария произошла близ деревни Кенигово. Со слов очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости. По предварительным данным, у «Волги» лопнуло колесо. В салоне находились дети 5 и 7 лет. Сейчас они госпитализированы. 837 человек эвакуировали сегодня из детского лагеря в Абзалиловском районе. Виной тому лесной пожар. Огонь стремительно приближается к зоне отдыха. Всего в километре от лагеря Горное ущелье горит лес. Для обеспечения безопасности сотрудники МЧС вывезли на автобусах 750 детей и 87 сотрудников. Смена не закрывается. Летний отдых школьников продолжится уже в другом лагере района – Уральские Зори. Часть пожарных и волонтеров, 2 недели тушившие пожар в Хайбулинском районе, отправляются домой. Самый крупный очаг возгорания в республике удалось локализовать. На месте остаются специалисты, которые продолжат круглосуточное патрулирование и будут препятствовать переходу огня за минерализованную полосу. Огонь должен дотлеть сам. Между тем, за последние сутки в Башкортостане возникли еще 4 очага лесных пожаров общей площадью 22 гектара в Зианчуринском, Учелинском, Бурзянском и Абзалиловском районах. Репортаж Анастасии Ильчебаевой, которая сама вызвалась поехать волонтером на огненный фронт. Понять, что значит ежедневные цифры в сводках МЧС, можно только с воздуха. Горит больше 1000 гектаров. В Хайбулинском районе сосредоточена самая большая группировка сил МЧС и волонтеров. Метров там 20-30 сожжик дали, он ушел. Дальше проходим метров 20-30 сожжик дали. Это будет долго, но при этом это будет безопасно. Почему? Потому что здесь, вот мы посмотрели, 2 очага, один здесь. Они еще не соединились. Но здесь вся по склону идет челига. Она будет хорошо гореть. Потушить такой огонь, как его называют низовой, водой невозможно. Поэтому пожар пытаются загнать в ловушку, пустив встречный пал. Подобравшись к пожару, они друг друга ликвидируют. Сейчас очень важно, чтобы повезло с направлением ветра, чтобы потоки воздуха шли от минерализованной полосы наверх. Это лишь первый фронт, первая минерализованная полоса. Чуть ниже, если вдруг, к несчастью, огонь прорвет эту баррикаду, подготовлено уже второе препятствие. Эту местность в народе называют Курочкин хутор. Сюда рано или поздно, говорят лесники, огонь подберется. Поэтому отсюда и дают встречный пал. Челига не подвела, сгорает мгновенно, стремясь навстречу пожару.
Вот сейчас хорошо видно, с какой скоростью может гореть чилига. Как говорят пожарные, вспыхивает, как порох. Она уже доставила волонтерам, сотрудникам МЧС немало хлопот. Трактористы ночами не смыкали глаз, прокладывая минполосу, как и сотрудники МЧС. В ночное время работать волонтерам нельзя, слишком опасно. Поэтому с закатом солнца на посту пожарные остаются одни. Мы уже, где бензопила, необходимость была, уже прошли. Там будем смотреть. Принято. Все пожары на территории Хайбулинского района уже локализованы. Переходим просто на стадию ликвидации уже. У нас никаких рисков, что огонь пойдет на населенные пункты, нет. Мы производим сейчас в это же время авиационную разведку с помощью беспилотной авиации Росгвардии. А это второй крупный очаг возгорания, после локализации которого наконец-то удалось выдохнуть. Пожарные волонтеры уже научились работать как одно целое. Когда кто-то выбивается из сил, рядом всегда есть те, кто подстрахует. Съезжаются не то что со всей республики, со всей России. Эльвир приехал на родину из Крыма, взял в аренду ветродуй и отправился защищать родную землю. Вчера мы потушили вдвоем было целый склон. Местные даже говорят, назовем твоим именем, говорит, склон Эльвира. Да. Кто-то отпрашивается с работы на день, а кто-то так огненно проводит свой отпуск. В Якутии я на вахте работал. Попросили нашу организацию помочь с тушением пожаров. И мы там неделю дежурили. Но дома не сидится, конечно, когда вся территория Башкирии за Урале горит. С 3 братьями все договорились. И выходной день. Впечатление, конечно, ужасающее. Не ожидала, что в такой степени масштаб, потому что, увидела это первый раз. Вторую неделю здесь находятся пожарные. За это время у одного из ребят из Уфимской спецчасти успел родиться ребенок, которого новоиспеченный папа еще не успел увидеть. А кто-то пропустил всю свадебную подготовку. Отпустили домой буквально перед бракосочетанием, с пожара на бал. И, конечно, бороться с огнем без надежного тыла было бы невозможно. Вот там у нас же порции сюда перенести, поставить надо. Если бы не эти предприимчивые женщины, то что такое обед, пожарные волонтеры за эти дни забыли бы. Они разбили деревянный настил вместо стола и еду готовят в родном Бурибае. Вставать, правда, приходится в 5 утра. Зато каждый день накормлены десятки людей, а дома тоже есть те, кто хочет кушать. Многодетные мамочки, нас так и знают, многодетные мамочки Бурибая. У нас девушки все сами за рулем. Да. Мы не стали сдавать машину. Да. Утром готовим, в 5 утра встаем, готовим. Сели, поехали, покормили, домой приехали, все раскидали. Уже девчата Сейчас у нас слажено. Кто-то что-то готовит, кто-то пекет. Да. Нас очень много. Пожар начался с той стороны, а у меня там родители, и мы прям и ночью там были. И было очень страшно, что до 1,5 километра, и пожар дойдет до родного дома, и поэтому старались все. Да. Мы рано утром встаем и готовим. Все, мы пошли кормить. Все. Стали, приготовили. А вот пожарные спецчасти особенно благодарны одному человеку. Хотелось бы выразить огромную благодарность хозяйке, у которой располагается столовая, кормит, поет. Что еще? Хлеб? Дом Разилии Малединовой ей уже вторую неделю не принадлежит. Именно здесь кормят всех пожарных и волонтеров. А за день это сотни людей, которым нужен и завтрак, и обед, и ужин. Двор она добровольно отдала под штаб. Круглосуточно работают женщины-добровольцы. Стол пустым не бывает ни минуты, даже ночью. Так и в этот раз поспать удалось всего пару часов. Измученные и голодные пожарные вернулись лишь ближе к 5 часам утра. Почти сутки боролись с огнем. У нас паника была, документы приготовили, чтобы убежать быстрее, если горит. Очень страшно было. Я вообще не сплю. Сегодня 4:30 легла спать. Уже 5 часов мои помощники пришли. Почти так же, как вода, здесь ценится бензин. Заправок в ближайшие 70 километров нет. Его в канистрах из Акьяра доставляет противопожарная охрана. Проблемы здесь и со связью. Ее обеспечивают отдельные специалисты. Невозможно рассказать про всех, кто пытался внести свой вклад. Сотни людей сплотились и словно на войну отправились бороться с огнем. И вот, наконец, можно заявить, благодаря каждому, кто принял участие, пожар в Хайбулинском районе локализован. Совершенно как чудо выглядит среди таких обугленных деревьев, полей, лесов вот такое маленькое живое существо. И совершенно спокойно сидит на моей ладони. Я не знаю, может быть, из-за дыма, из-за гари не в состоянии спрыгнуть. Ну, попробуем его вывести к зеленым полям. Анастасия Ильчебаева, Булат Садреев, Азат Узбеков, Виктор Демидов. Итоги недели.
Между тем, в ближайшие дни дождей не ожидается. Напротив, синоптики прогнозируют 35-градусную жару. И это всю следующую неделю. Вторая половина августа будет также знойной. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4-5 градусов, сообщает Башгидрометцентр. Отсутствие осадков лишь осложняют пожароопасную обстановку. Согласно прогнозам, небольшие дожди возможны только ближе к следующим выходным. Ну и к другим темам. Дорога открыта. Движение по новому путепроводу через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Заки Валиди в Уфе запустили раньше срока. В событии принял участие глава Башкортостана. Насколько теперь увеличится пропускная способность эстакады и когда завершат еще и строительство моста через реку Белую, расскажет Азат Садреев. Вот пропускная способность, вот насколько увеличить? 30%. То есть на треть мы увеличиваем, да? Ну, наверное, 1,5 раза точно. И этого хватит, чтобы избавиться от пробок на участке дороги, где в часы пик водителям приходилось тратить время и бензин. Эстакада через проспект Салавата Юлаева стала не только шире, но и длиннее. По длине пролетного строения проезда вот этого на 9 метров и по ширине с каждой стороны по полосе дополнительно. По 3 полосы в каждую сторону. Реконструкцию развязки начали в январе и планировали завершить к концу 2021-го. Но благодаря оптимизации работы и привлечению дополнительных сил проект удалось завершить раньше намеченных планов. Ради Хабиров поблагодарил не только мостостроителей, но и жителей Уфы. Спасибо за терпение и спасибо строителям. Вот. Но нам все равно предстоит довольно большое количество еще мероприятий сделать, поэтому я вновь прошу наших жителей потерпеть, потому что мы все-таки работаем на стратегию. Иначе, если мы это не делаем, город захлебнется. Мы даже не успеваем, мы пока догоняем тот объем машин, который появляется. Но учитывая восточный выезд, учитывая наши планы соответственно, по мосту через Интернациональное, развязку на Нагаевском перекрестке мы уже приступили. Поэтому это большая комплексная работа. А еще незаметно для горожан завершается строительство моста через реку Белую, который разгрузит въезд и выезд из Уфы в южном направлении. Из 6000 тонн металлоконструкций нам осталось где-то порядка 600 тонн осталось собрать. С правого берега вот здесь вот вы видите, там, наверное, работы также ведутся круглые сутки. В начале октября, в первой, во всяком случае, половине октября отдадим под асфальт, для того, чтобы в конце октября открыть движение. Но и после соединения нового Бельского моста с проспектом Салавата Юлаева проект еще не будет завершен. Тем не менее, о километровых заторах на этом участке можно будет забыть. Безусловно, открытие путепровода – радостное событие для десятков тысяч уфимцев. Теперь без пробок на Валиди они смогут попасть домой в сторону школы МВД или Демы. Тем не менее, работы на объекты будут продолжаться. Еще нужно обустроить развязки. Завершить эту работу планируют ровно через год. Однако, учитывая, что эстакаду сдали раньше срока, можно рассчитывать на то, что строители и в этот раз порадуют нас оперативной работой. Азат Садреев, Азат Ишбулатов. Новости. Уфа. Меньше 2 месяцев остается и до сдачи еще одного долгожданного городского объекта – парка Кашкадан. Строители вычистили и углубили озеро, озеленили территорию. По периметру устанавливают пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбной ловли. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центральной части водоема заработает светомузыкальный фонтан. Накануне с ходом реконструкции ознакомился Ради Хабиров. Благоустройство парка идет в соответствии с утвержденным графиком. До конца сентября озеро заполнят чистой водой. Глава республики поручил завершить все работы двухлетней перезагрузки излюбленного места отдыха горожан ко Дню республики. 156 водителей лишились прав за минувшие выходные за езду в нетрезвом виде. Десятки человек попались под шофе повторно. Пьют так, что порой не замечают КАМАЗ на пути. Так, на автодороге Бирск-Тастуба-Садка Мишкинского района 33-летний водитель ВАЗовской десятки допустил наезд на стоящий на обочине большегруз. Медосвидетельствование показало 1,1 промилле алкоголя в крови. Известно, что водитель ранее уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное преступление. 2 года назад права вернули, но, как выяснилось, ненадолго. В Туймазинском районе был остановлен 33-летний водитель ВАЗ-7 модели, который решил, что лишение прав не преграда езде за рулем. Вероятно, для смелости еще и залил в себя горячительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Перед выездом с друзьями выпил пиво. Уважаемые водители, не делайте так, как я сделал. Досадно, что все чаще инспекторам начали попадаться пьяные женщины за рулем. Во время профилактических мероприятий на территории Уфимского района в селе Михайловка был остановлен Део Некси под управлением местной жительницы. Пройдя медицинское медосвидетельствование, у нее было установлено состояние опьянения. Прибор показал 0,6 промилле.
Инспекторы до сих пор недоумевают, как мог передвигаться на своем тракторе белорус. Житель поселка Ягодный Иглинского района. Мужчина был настолько пьян, что его приходилось придерживать за руку, чтобы он не упал. Зато чистосердечно рассказал, что и сколько выпил. Алкотестер показал 1,6 промилле. Документы, страховка. Я сейчас покажу. Вот купил. Много пили? Ну, зачем так это где-то вот здесь вот дети ходят, все это. Затем я нормально потихоньку ехал. 1 сентября не переносится, однако санитарные нормы в школах не отменяются. На неделе в Конгресс-холле Таратау прошел итоговый августовский педсовет. Образовательные учреждения сейчас вовсю готовятся к учебному году, обновляют кабинеты, закупают оборудование и облагораживают территорию. В Башкортостане порядка 500 тысяч школьников, но, скорее всего, дети с хроническими заболеваниями в День знаний останутся дома. Ради Хабиров поручил продумать механизм перевода их на временную дистанционку из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции. Какой курс наметили для образовательной сферы республики, в материале Динары Таймасхановой. Вместо ручки пока в руках старшеклассника Дамира Валеева моющий аппарат. Летняя практика для учеников 158-й башкирской гимназии длится чуть больше недели. Школьники поливают цветы, помогают с ремонтом в кабинетах. Трудовая терапия не в напряг, стараются для себя. Конечно, грусть есть, то, что скоро заканчиваем школу. Надо уже принимать решение, куда поступать, остаться в городе или куда-нибудь уехать. И вот когда занимаемся отработкой, охота оставить что-нибудь хорошее, так скажем, для школы, чтобы осталось другим детям. Как заходим в школу, здесь ручки обрабатываем. Заходим через пост. Здесь нас ждет медицинский инспектор, который измеряет температуру. Антисептики, рециркуляторы, отдельные входные группы, все противоэпидемические меры в новом учебном году сохраняются. В классах переклеивают сигнальные ленты, отделяющие зону учителей и детей. Преподаватели столичной полилингвальной школы номер 44 заняты и эстетической стороной Дня знаний. Все кабинеты будут украшены. Создаем, так скажем, праздник к 1 сентября, потому что все-таки это праздник и для нас, и для детей. 3 месяца мы не виделись, кто-то вообще идет в школу первый раз. 11-классники, у них последний заключительный этап. Это очень важно создать для них вот этот праздник в начале учебного года. В школе села Новоиликово Бакалинского района. В школе номер 1 села Старобалтачево. В этом году вопрос со школьными автобусами будет закрыт. Такое заявление сделал глава Башкортостана. На днях представители образовательных учреждений республики получили 41 ключ от нового транспорта для детей. Полосой препятствий к знаниям порой становится географическое положение муниципалитета. В Бурзянском районе путь до некоторых школ составляет не менее 20 километров. В районе у нас 6 базовых школ, а остальные деревни являются филиалами. Поэтому из филиалов должны ввести базовую школу детей. Поэтому данное мероприятие, данные автобусы являются очень актуальными для нашего района. 3D-принтер, интерактивный пол, уроки виртуальной реальности. Фойе Конгресс-холла Таратау, который стал местом проведения августовского педсовета. Развернулась выставка. И все эти ноу-хау уже недалекое будущее. Представить современное образование без гаджетов практически нереально. При этом возможности виртуального мира расширяются. К примеру, в кабинет химии можно попасть с помощью вот такого джойстика и смешать элементы таблицы Менделеева не в колбе, а на экране. При этом неудачный эксперимент останется без последствий. За парты 1 сентября сядут почти 500 000 юных жителей республики. На совещании было принято решение не переносить День знаний. Но школьникам, имеющим хронические заболевания, скорее всего, придется начать учебный год дома. Продумайте механизм, что по желанию родителей с перечнем тех видов заболеваний, которые есть у этих детей надо переводить на какое-то время, может быть, на первые 2 недели, потому что мы как раз и ждем, когда вот огромная масса людей придут в закрытые помещения. Вот где-то с 1 сентября по 20 сентября мы вполне возможный рост мы ожидаем. Надо трезво смотреть на вещи. Когда ты трезво смотришь на вещи, ты готов к защите. Поэтому надо продумать с возможностью их обязательно обучения, хотя бы с какими-то элементами дистанционного. Просто этих детей надо будет поберечь.
Руководители районов получили замечания от главы республики по темпам реализации проекта «Взлетай». Ради Хабиров поручил сделать доступными стоматологические кабинеты, открытые благодаря этой программе, и учителям. А вот математический лицей для одаренных может появиться в Стерлитамаке, если срок до 1 октября не определяться с местом его строительства в Уфе. А то вы мне год, значит, то один участок предлагаете, то 5-й участок. Я считаю, что просто абсолютно ненужный для Уфы, видимо, и несерьезный подход к этой задаче. Значит, лицей формируется таким образом. И готовьте устав. Я говорил, директор лицея назначается главой республики. Статус особых учителей, высокая материальная база и так далее и тому подобное. Тех заданий вам спасибо, вы свою часть-то сделали. Но важнейшая часть, а я вижу, что когда у людей нет желания, зачем я буду оставлять? Стерлитамак с удовольствием заберет это. С удовольствием заберет и сделает так, как надо. Традиционно на педсовете учителя и работники образования получили звания заслуженных, а премии удостоились призеры и финалисты конкурса «Учитель года». При этом каждый преподаватель скромно отметил, что любая награда за их труд всегда коллективная. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Азат Ишбулатов, Эдуард Гайнанов. Итоги недели. Жизнь сохранили маме и ребенку. В Башкортостане впервые смогли принять роды у пациентки с трансплантированной почкой. Сложность в том, что из-за беременности в любой момент пересаженный орган мог быть отторгнут. Прежде будущие мамы с донорской почкой были вынуждены наблюдаться в Москве. И вот впервые до родов довели пациентку уфимские специалисты. Подробности у Лилии Курбановой. Меньше недели назад случилось то, что можно назвать чудом. 2 килограмма 600 граммов. На свет появилась доношенная кроха, и мама не пострадала во время родов. Беременность в данном случае была риском сразу для двоих. Дело в том, что у женщины трансплантированная почка. Ее пересадили 11 лет назад. Тогда дочь спас папа. Именно он стал донором. Жизнь продолжилась. Уже во внучке. Нет, не боялась. Какое-то было чувство доверия к врачам, что все-таки вынесем. Как и положено таким пациентам, Гузель Закирова принимала иммуносупрессивные препараты. Их нужно пить всю жизнь, чтобы пересаженный орган не был отторгнут. Это не противопоказание для беременности, но врачи настоятельно рекомендуют планировать ее заранее. Ведь лекарства, которые принимают люди с трансплантацией, сильно действующие и могут навредить плоду. Поэтому терапию временно меняют. Тут надо было провести такую виленную работу, чтобы не было ни отторжения трансплантата, и эти препараты никак не повлияли в будущем на ребенка. Вот здесь это самая главная сложность, конечно. Потом введение само кесарево сечения. Мы вводили специальные препараты, чтобы не было отторжения. Никак не повлияло на трансплантат. Пока трансплантат находится в человеке, он всегда будет риск отторжения, независимо от возраста. То есть поэтому эти пациенты вынуждены пить постоянную иммуносупрессивную терапию. Как бы она там не хорохорилась, ничего бы она о себе не говорила, это серьезный шаг. С ее стороны очень серьезно. Можно беременность сравнить, как я обычно говорю, с лошадкой, которую ГВОЗ в гору тащит. Дотащит или не дотащит – большой вопрос. Вот она знала, что ей дополнительное 5-е колесо в этой телеге, ее почка. Может, даже 1-е. Девочка, которую мама хочет назвать Дианой, кстати, с персидского имя переводится как «посланница здоровья», с первых дней на искусственном вскармливании. Таковы медицинские показания. Препараты, которые принимает мама, могут попасть через молоко ребенку и навредить малышу. При всех сложностях женщина теоретически может родить еще одну дочку или сына. Если у нее будет чувствовать себя почка трансплантированная хорошо и не будет развиваться почечной недостаточности, то, я думаю, под контролем трансплантологов, с их, так сказать, разрешения, возможно, через определенное время ей разрешат повторную беременность. В Башкортостане, по словам медиков, это 10-й подобный случай. Но прежде таких женщин наблюдали в Москве. Республиканские специалисты накопили опыт и теперь могут сами принимать роды. Здесь в РКБ сейчас наблюдаются еще 2 такие пациентки с трансплантацией. Но у одной пересажена не почка, а печень. Однако показания схожие, для их соблюдения теперь не нужно ехать в Москву. Здесь, в Уфе, спасут сразу и маму, и ребенка. Лилия Курбанова, Станислав Птица, Новости Уфа.
Погружение на глубину почти 60 метров и изученная часть подводной пещеры Сакаска приближается к 1 километру. В Башкортостане завершилась очередная экспедиция под эгидой Русского географического общества. Группа спелеодайверов из разных регионов России, начиная с 2017 года, обследует неизученную ранее пещеру, вход в которой находится на дне Юмагузинского водохранилища. За работой подводников наблюдал наш корреспондент Руслан Батыргареев. Когда за плечами 20 лет подводного стажа и несколько тысяч погружений, бояться уже нечего. Но осторожность лишней не бывает даже для профессионалов, говорит Сергей Байков. Спелеодайвер из Владимира в исследовании пещеры Сакаски участвует в самой первой экспедиции. Исследование, оно всегда немножко опасное в том плане, что до тебя там никто не был, и нужно там оценить состояние потолка, там еще каких-то вещей, состояние видимости, состояние глубины, декомпрессионный выход. Пройти как можно дальше по неизведанной части Сакаски и проложить так называемый ходовик – веревку, которая служит проводником для последующих погружений в пещеру. 8 профессиональных спелеодайверов из разных регионов России приехали на Юмагузинское водохранилище, чтобы продолжить начатое в октябре 2017 дело. Именно тогда под эгидой Русского географического общества состоялась первая экспедиция в Сакаску. Пройдено примерно 1 километр расстояния под землей в подводной части. Значит, вышли на большой огромный зал. Это примерно где-то 9-этажный дом можно поставить. И есть вероятность, и большая такая вероятность, что есть сухая часть пещеры. Предположительно, длина пещеры может достигать 20 километров. Если это подтвердится, Сакаску официально признают самой длинной подводной пещерой в России. Вход в пещеру находится у подножия этой скалы на глубине примерно 20 метров. Как раз сейчас группа дайверов после обследования подводного мира Сакаски выходит на поверхность. Продлили на 1,5 катушки и ходовые. Тут, наверное, метров 150. Пещера выходит чуть вверх, но она продолжается дальше. Нужно брать больше газов и аварийных на выход. И дальше искать. Параллельно продолжаются и работы по поиску живых организмов в темном подводном царстве Сакаски. Накануне с разных глубин были вновь отобраны пробы воды и грунта. Исследования доказали, что жизнь на глубине 60 метров присутствует. Посмотрели ее под микроскопом и нашли там порядка 20 видов, среди которых были одноклеточные зеленые водоросли микроскопические и ничатые цианобактерии. Найденные микроорганизмы отличались от тех, что обитают в обычных условиях, в первую очередь окрасом. Одни были бледные, а другие и вовсе бесцветные, говорит биолог. Во время первой экспедиции дайверы обнаружили в пещере рачка-эндемика, а погружаясь в этот раз, одному из участников экспедиции повезло еще больше. В подъеме видел сомика, вот такого вот. Потом стал подниматься, я свою катушку размотал, вот такой сомик, я его чуть за хвост не поймал. Сакаска является выходом подземной реки. Еще до строительства Юмагузинского водохранилища здесь находилось голубое озеро, вроде Сарвы или Шульганташа. Тогда технической возможности исследовать пещеру не было. Благодаря развитию технологий Сакаска готова открыть свои тайны. Ученые выдвигают версию, что она связана с самой глубокой карстовой пещерой Урала – Кутук-Сумганом, расположенной в нескольких километрах. Эта местность вся называется урочище Кутук-Сумган. Тут более 40 пещер зарегистрировано. И вот я уже перечисляла, главная из них это вот Кутук-Сумган основная и Кутук-4, куда посещают туристы. Очередная экспедиция по исследованию подводной пещеры в Башкортостане завершилась. Спелеодайверы из разных уголков страны еще неоднократно вернутся, чтобы погрузиться в неизведанные глубины Юмагузинского водохранилища. Конечным результатом многолетней работы должно стать описание и картографирование Сакаски. Руслан Батыргареев, Азамат Мухамедшин и Адхат Анваров. Итоги недели. Кугарчинский и Мелеузовский районы. В Уфе стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Соревнования впервые проходят на территории России. Всего в турнире примут участие более 1000 спортсменов из 55 стран мира. А несколько часов назад в столицу республики прилетел президент Международной федерации борьбы Нинат Лалович и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Они посетят официальную церемонию открытия мероприятия и примут участие в пресс-конференции главы республики.
У нашего молодого поколения атлетов в последнее время было не так много соревновательной практики, как у взрослых спортсменов. И вот, наконец-то, им такую возможность предоставили. Так, например, месяц назад, после перерыва в 1,5 года, наконец-то прошел чемпионат мира по спортивной борьбе среди кадетов. И вот сейчас проходит чемпионат среди юниоров. Здесь соревнуется поколение, которое уже совсем скоро будет выступать на взрослых чемпионатах. И я уверен, что здесь мы увидим борцов, которые будут выступать в Париже в 2024 году. Мы будем обсуждать возможность создания международного центра, где бы могли бы сконцентрировать возможность тиражирования нашего вида спорта, во-первых, по всей близлежащей территории рядом с Башкирией, ну и создать международный центр. Я думаю, к этому все готово. Тем временем на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров прошли соревнования по грэпплингу. Всего за 2 дня турнира в Уфе разыграли 68 комплектов наград. Основная борьба за медали развернулась между сборными России и Казахстана. Башкирские спортсмены завоевали для национальной команды 6 медалей, 4 из которых золотые. Триумфаторами первенства стали сестры Мурзабаевы из Стерлитамакского района. О финальных поединках турнира и успехах наших и не только борцов в следующем сюжете. Не сдается пока казахская спортсменка. Есть. Молодец. Чуть больше минуты понадобилось Аделине Мурзабаевой, чтобы повторить золотой успех. Спортсменка из Стерлитамакского района дважды была сильнее представительницы Казахстана. Днем ранее она одолела соперницу удушающим приемом в дисциплине грэпплинг-ги. Ей удался болевой прием на руку. Вы видели, наверное, как я расплакалась. Просто действительно такой стресс, такая ответственность. И радость от того, что я наконец-таки закончила первый день и выполнила свою задачу поставленную. Ее родная сестра Карина Мурзабаева также стала обладательницей 2 золотых наград, а Валерия Давыдова не справилась с испанкой Мариной Гарсия-Феррай. Уступила она и россиянке Марии Кобловой. И в итоге завоевала серебряную и бронзовую медали чемпионата мира. Двойная ответственность возлагается на них, так как бороться приходится на международных соревнованиях, в родных стенах, перед родителями, перед тренерами, перед вообще всей федерацией. Они несут колоссальную ответственность. Анюа! Давай! Бежать, контроль! Пока спортсмены выясняют, кто лучше, с трибун Уфа-арены их поддерживают болельщики. Здесь фанаты из Подмосковья, Кургана, из Буздякского района и не только. Всего за 2 дня соревнований в грэпплинге разыграли 68 комплектов наград. Основная борьба за медали развернулась между сборными России и Казахстана. Цвета российского триколора защищают 79 спортсменов, Казахстана 57. Это самые многочисленные делегации. Мы прошли очень хороший подготовительный лагерь в Республике Казахстан. Мы готовились к этому чемпионату уже давно. Сборная Казахстана отбиралась. Заранее у нас проходил тренировочный лагерь. Мы ожидали, что основными нашими конкурентами будет сборная России. Так, в финале дисциплины грэпплинг-ги среди кадетов встретились российский борец из Тюмени Иса Албагачиев и представитель Казахстана Сунгат Сансушбаев. Судьбу медали решили не очки в схватке, а количество замечаний. У соперника их было больше. Победу Албагачиев отпраздновал, исполнив акробатический кульбит, забыв про травму ноги. Не повредили ничего? Нет. Это нога еще со вчерашнего дня, когда боролся. Еще в первой схватке повредил. Но когда финал выигрываешь, уже забываешь про боль. Серьезную борьбу им навязывают венгры и испанцы. Хавьер Мартинес приехал в Уфу поддержать сына Пабло. Вообще, выезды с родителями на соревнования в тренерском штабе сборной Испании не поддерживают. Но здесь сделали исключение, ведь отец еще и первый тренер спортсмена. Я стараюсь поддерживать сына так часто, насколько это возможно. Вообще у нас это принято. Для семьи это очень важно. Я не одобряю, когда родители ездят на соревнования, тем более спортсмены, еще юниоры. По мне это отвлекает. Но здесь папа тренер, поэтому мы взяли его с собой в Россию. Сборная Италии – одна из самых немногочисленных команд на чемпионате. Всего 2 спортсмена приехали в Уфу, чтобы побороться за медали в грэпплинге. И обоим удалось завоевать бронзовую награду в своих весовых категориях. Соревнования высокого уровня, и я горжусь, что сумел завоевать бронзовую медаль для своей команды, страны и тренера. Меньше Италии привезли атлетов только команды Литвы, Азербайджана и Хорватии. В грэпплинге страну представляют всего по 1 борцу. Из-за
Из-за ситуации с ковидом у нас на тренировки стало ходить меньше спортсменов, чем раньше. От страны отобрался только я. Эмиль Исламгулов из Башкортостана выбыл из борьбы за медали. Спортсмен себя плохо почувствовал. Низам Идрисов проиграл в 1/4 финала соотечественнику Владимиру Мирошникову со счетом 3-12. Впереди соревнования по вольной женской и греко-римской борьбе. В целом мероприятие в будущем станет трамплином для его участников на мировые спортивные форумы и даже Олимпийские игры. К тому же в регионе планируется строительство центра спортивной борьбы, что поспособствует развитию этого спорта в Башкортостане. В Башкирии сейчас очень такой подъем. Очень много я все время наблюдаю, конечно. Много строится, много делается для спорта. Просто горжусь. Молодцы. Наверное, одни из лучших сейчас в стране по развитию спорта. Очень жду таких замечательных результатов. Побольше олимпийцев, побольше всего. Эстафету на чемпионате в Уфе принимают борцы вольного стиля. 16 августа начнутся предварительные поединки. Юлия Паршин, Артем Кочешев, Вахид Халимов и Айдар Баширов. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. После прогноза погоды не пропустите специальный репортаж Эмиля Тимашева «Огненный плен». Будет интересно. До встречи в эфире.